Новогодние каникулы коммунальные службы республики работали в усиленном режиме. Морозы всегда испытывают на прочность сети. Без аварии не обошлось. Жителям Печоры, Сыктывдинского Зеленца и Ухтинского микрорайона Дальний пришлось понервничать. К счастью, все обошлось, и все благодаря усилиям коммунальщиков. Они максимально скоро ликвидировали все порывы. Евгений Стокас о том, что было сделано. 31 декабря, до Нового года несколько часов. От Обьячева до Воркуты люди нарезают салаты и охлаждают шампанское, а в Печоре открывают грунт и режут трубу. Авария. Коммунальщики уже смирились с тем, что не будут встречать Новый год в кругу семьи. Такая уж работа. В Печору отправился республиканский министр ЖКХ Игорь Кузьмичев, федеральный инспектор Михаил Тырин, глава регионального МЧС Алексей Пархомович и глава республики. Владимир Уйба возглавил оперативный штаб и в режиме прямого эфира докладывал о ходе ремонта. Как раз вот этот провода и произошел разрыв трубы, поэтому не могли быстро найти и ликвидировать аварию. Пришлось урезать трубу под газопровода, вытаскивать ее и заводить новую трубу. Без отопления детский дом, паллиативное отделение горбольницы и 24 жилых дома по улицам Булгаковой, Социалистической, Спортивной и Гагарина. Соцучреждения и 11 домов сразу подключили к другой котельной, но жителям остальных 13 не так повезло. Благодаря беспрерывной работе сварщиков в первый же час Нового года тепло вернулось. Печорцы отпраздновали эту новость вместе с приходом года тигра. Сейчас, по сути, давление уже полное. На полную трубу, но уже сейчас видно, что на трубе идет теплоноситель, труба держит. Поэтому, слава богу, сейчас начнут в дома подаваться тепло. Всех с Новым годом еще раз. И все же Печоре повезло. Новогоднюю ночь было не так холодно. А вот жителям Зеленца, Сыктывдинского района, в минус 30 уже 5 января пришлось изрядно понервничать. Авария на электросетях оставила без питания насосы для подачи тепла в ряде домов. Пострадали и соседние деревни Кайтыбош и Парчик. В ночь аварии и там не было электричества. Благо, аварийные службы смогли устранить ЧП оперативно, несмотря на суровый мороз. Менее чем за сутки электросеть была восстановлена. Тихановича 4. Идет затопление бокса. А это последствия аварии на трубопроводе уже в Ухтинском поселке Дальний. Здесь 7 января произошла утечка на водопроводе. Сначала, как писали в соцсетях, на магистральном, но представители водоканала эту информацию опровергли в интервью нашему телеканалу. Тем не менее, последствия есть. Затопленный магазин и бокс, без холодного водоснабжения остались 6 жилых домов. 8 числа определились точно, на какой трубе, потому что там идет развязка трубопроводов, несколько труб в одном месте. Определились конкретно, на какой трубе, и оповестили население именно переулка Газовиков авиационный о том, что будет отключение с 22 часов 8 числа и до 16 часов 9 числа для выполнения земляных работ по устранению аварий. Все дома в Дальнем уже подключили к воде, а водопровод, который снабжает этот район, восстановлен. В целом в Коме новогодние праздники в этот раз прошли без серьезных последствий для коммунальной инфраструктуры. Полномасштабной чрезвычайной ситуации нигде не случалось. Впрочем, и работники сферы ЖКХ не дадут соврать. Любая труба не вечна, а значит, бдительность и после праздников терять нельзя. Евгений Стокас, Виктория Науменко, Павел Лагутин, Юрган.